А сейчас о действительно высоких страстях, которые реально делают нас чище, благороднее и вселяют самое доброе. В Казани завершился 34-й Шаляпинский фестиваль. Он продолжался почти 3 недели. Накануне отзвучал гала-концерт. На этот раз это была специально подготовленная программа от артистов Большого театра России. На этой неделе состоялся еще один концерт, сольное выступление Альбины Шагимуратовой, а также 2 заключительных спектакля. Всего в программе фестиваля в этом году было 11 постановок. Больше всего в этом списке оказалось опер Верди. Какая из них решила судьбу самого композитора? Что можно услышать в опере Чайковского, если слушать, закрыв глаза? И где можно рядом увидеть античные колонны и восточные дворцы? Расскажет Полина Кострицкая. Мы находимся в святая святых театра, той части за сценой, которую никогда не видят зрители. Здесь можно видеть декорации из разных спектаклей. Рядом стоят античные колонны и восточные дворцы. Видно, что помещение очень большое. Оно наполнено различными механизмами, чтобы опускать и поднимать масштабные декорации. А из этого большого коридора их вывозят сюда на специальных устройствах. Из всего этого набора на сцене возникает новый волшебный мир. Шаг на сцену, шаг к перевоплощению. Будь то цари, рабы или пылко влюбленные герои. Как говорят певцы, зритель с последнего ряда должен тебе поверить. В гримерке готовишься физически, эмоционально, да, распеваешься, настраиваешься, продумываешь что-то. Но вот когда выходишь на сцену, звучит музыка, тишина, и это сразу накладывается на тебя той основой, вот, на которой ты будешь действовать. Каждый раз, выходя на сцену, там, спектакль Большого театра, ты не заставляешь себя вспоминать что-то, да? То есть это какие-то вещи, которые просто вот на автомате уже вложены. Это не то, что значит, что это как на автомате мы выходим играть, но это какие-то реакции, которые рождаются вот уже, как, вот не знаю, собаки Павлова, да? Свет включили, слюна пошла. Василий Ладюк удивительно точно попадает в роль Евгения Онегина. В свое время режиссер Дмитрий Черняков вытаскивал наружу внутренние образы, то есть собственное «я» певца. Татьяна и Онегин, по его мнению, зеркальные образы, которые в начале и конце романа попадают в зеркальные ситуации. Чего не скажешь об Ольге и Ленском. Взаимоотношения Ленского и Ольги – это взаимоотношения людей, которые друг друга любят, но которые абсолютно противоположны друг другу, потому что он тоже какой-то такой, а она какая-то вот где-то там витает в облаках, ему какая-то любовь и любовь, ей смешно от этого. И Ленский, и Татьяна, вот это 2 родственных образа. Их никто не понимает. Как и Ленский, Татьяна в каком-то смысле тоже гибнет после отказа Онегина. Самым мужественным героем остается именно Ленский. Таким его представляет солист Мариинского театра Сергей Скороходов. Просто есть чистота каких-то побуждений, и когда ее оскорбляют, эту чистоту, то человек готов на многое, чтобы отстаивать свою честь. Мне кажется, сейчас понятие чести, понятие честности, понятие такта, совести, добра, ее очень не хватает, этих тем. Пушкинские герои посетили Шаляпинский фестиваль почти в самом его завершении, чтобы уступить место библейским персонажам. На один вечер сцену захватил Навуходоносор, на итальянский лад Набукко. Анджей Белецкий перевоплощается в него уже 10 лет. Признается, эта роль занимает особое место в его жизни. Еще бы, библейский сюжет. Путь любого из людей, он так или иначе повторяет путь Набукко. Как только ты попытался возвыситься, ты стал униженным, и как только ты унизился, то тут же возвысился. Это, наверное, как напоминание и нашим властителям, что нужно всегда не забывать, кто ты и ради чего пришел в этот мир. В роли страстной и мстительной Абигайль выступила Марина Неробеева. Певица старается не связываться с библейской героиней со столь непростым характером. Опасности слишком сильного перевоплощения избегает. Характер героини воплощен музыкально очень разнообразно. И, конечно, смерть. Верди очень любила описывать моменты смерти, мне кажется. Самые красивые это у него.
Но говорят, что смерть это катарсис, и именно в эти моменты Да, открываются кажется, какие-то... чтобы народ так, ой, жалко-то как, все-таки-то, да, вот это, ну, тут умел. За дирижерским пультом в этом году выступали маэстро из России, Украины, Нидерландов, Италии. Марко Боэми уже 15 лет сотрудничает с Татарским театром и стал музыкальным руководителем ряда постановок. It was really a highlight of the whole musical life in Russia. Шаляпинский фестиваль всегда был вспышкой в музыкальной жизни России. Я не могу сказать, что он развивался. Он всегда был на высоком уровне. Но что действительно получило развитие, так это качественный уровень музыкантов. Оркестр и хор поразительно развивались и сегодня выступают на высочайшем мировом уровне. Я люблю и казанскую публику. Настолько она теплая, дружелюбная. Нам, музыкантам, очень важно чувствовать такую поддержку. На десерт казанским меломанам в этом году удалось отведать 3 изысканных музыкальных деликатеса концерта. Драгоценной вишенкой на торте Шаляпинского фестиваля стала непревзойденная Альбина Шагимуратова. Гала-концерты в этом году представили солисты и выпускники молодежной программы Большого театра. Это уникальная программа. Прослушиваться приезжают певцы из разных стран, прежде всего из России. С ними работают над вокальной техникой, стилем, актерским мастерством, обучают танцу и языкам. Русская школа, мы везде, потому что куда ни глянь, даже нас там Метрополитен опера, Ла Скала, везде участвуют русские певцы, ну и из стран СНГ бывших. Вот, и я думаю, то, что в опере, в мировой опере все знают, что русские, они очень сильные. Молодые голоса представили насыщенную программу разных эпох, стилей и стран. Арии из оперы Верди, Моцарта, Россини, Сен-Санса, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского. Русские певцы хотят исполнять итальянскую музыку на уровне, чтобы петь в Италии. Итальянские певцы, певцы из Америки, певцы из разных стран очень хотят исполнять русскую музыку так, чтобы в России их оценили. Поэтому я всячески за вот это слияние, за вот эту дружбу между народами. И если мы можем друг друга чему-то научить, то это прекрасно. 3 недели, 11 спектаклей и 3 концерта. Программа 34-го Шаляпинского фестиваля подошла к концу, став новым музыкальным импульсом для Татарского театра. В следующем сезоне здесь планируют поставить «Пиковую даму» Чайковского. Ее концертное исполнение казанцы услышали на этом фестивале. Полина Кострицкая, Рустем Залилиев, Наиля Абдуллин, Шукат Ахманов. Республика. Итоги недели.